Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как в Казани перевернулась бетономешалка. Дураки на дорогах гоняют как сумасшедшим. А на поле трактор насмерть придавил своего водителя. А вы родственники? А также где и почему 50-летняя женщина хранила тело убитого сожителя. Это и не только прямо сейчас. Не довез бетон до места назначения водитель КамАЗа, упавшего с дороги в кювет на улице братьев Баталовых. Рассказывает, ехал аккуратно, правил не нарушал. Единственное, немного сместился вправо, чтобы не задеть подрезавший его автомобиль, и тут почва ушла из-под колес, и грузовик упал на бок. Очевидцы говорят, все произошло мгновенно. Рамиль Шайдуллин спросил, в чем истинная причина происшествия. Содержимое миксера на земле, автомобиль разбит. Сделать ничего не смог, говорит водитель бетономешалки. Рассказывает, прямо перед ним перестроился автомобиль. Чтобы его не задеть, принял чуть вправо. В это время обвалился край проезжей части, и грузовик упал на бок. Дураки на дорогах. Подрезали вас? Ну и подрезали, да, тоже. Гоняют как сумасшедшим. Неустойчивый грунт, недоделанная дорога. Вот. Вам никто не пострадал. Очевидцы происшествия говорят, все произошло мгновенно. Даже не сразу поняли, по какой причине КамАЗ завалился на бок. Испугались за водителя грузовика, но помощь ему не понадобилась, по крайней мере, медицинская. Это на самом деле очень быстро произошло. Ну, вы сами здесь видите, какая насыпь, какая обманчивая. Тут не только грузовой транспорт может перевернуться, также и легковой. Как бы призывая городские власти принять меры, чтобы не случилось впредь подобного. Спецтехника теперь нуждается в серьезном ремонте. Водитель бетономешалки, конечно, надеется, что случай могут признать страховым. Не знаю, может, страховой случай, может, нет, не знаю. Посмотрим по обстоятельствам. Но мужчина понимает, что шансов на это мало. Видеорегистратора нет, доказать опасное вождение и создание аварийной ситуации крайне сложно. Рамиль Шайдуллин, Диляра Низамова, Александр Лобанов, Вызов 112. В Нижнекамском районе перевернувшийся в поле трактор насмерть придавил водителя. Кабины у агрегата не было, и мужчина, им управлявший, не был защищен. Айрат Назипов узнал, что жертв могло быть и больше. Сын водителя трактора поехать с ним не смог. Трагедия произошла в поселке Камский около 4 часов дня. 56-летний мужчина, как обычно, отправился на работу в поле. Вернуться домой ему было уже не суждено. Трактор, на котором он ехал, перевернулся и придавил водителя. Погибшего обнаружил его сын. Сразу вызвал врачей и полицию. Но помочь его отцу они были уже не в силах. А вы родственники? Молодой человек должен был ехать вместе с отцом, но задержался буквально на 10 минут, что могло спасти ему жизнь. У трактора отсутствовала кабина, у водителя не было никакой защиты, и транспортное средство всей своей массы упало прямо на человека. Что стало причиной трагедии, сейчас предстоит выяснить следователям. Айрат Назипов, Эльвира Софиуллина, Максим Липин, Вызов 112. Разлил 400 литров сырой нефти. В Тукаевском районе водитель грузовика не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся в кювет. Как установили полицейские, 43-летний водитель нефтевоза не выбрал безопасную скорость и нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части. В цистерне находилась нефть, которая в результате ДТП стала выливаться на землю. Площадь разлива составила примерно 15 квадратных метров. Всего вытекло около 400 литров. Прибывшие на место пожарные установили в цистерну деревянную заглушку. По данным экологов, нефть в грунт не проникла, угрозы попадания в водоемы тоже нет. В аварии пострадал водитель грузовика, ему помогли выбраться из автомобиля и передали медикам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу Набережных Челнов. Кроме сотрудников ГИБДД, пожарных и медиков, на место происшествия от компании-перевозчика прибыли перекачивающие цистерны и грейдер для уборки и утилизации грунта. В Казани осудили водителя, сбившего полицейского. Напомним, 9 сентября 30-летний нетрезвый мужчина, управлявший автомобилем Audi A6, на улице Салимжанова проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться. Стражи порядка остановили машину на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина. При этом в момент задержания водитель, пытаясь скрыться, сбил автоинспектора. В результате пострадавший получил травму ноги. К слову, задержанный ранее был неоднократно судим за убийство, грабеж, разбой и хулиганство. Свою вину мужчина признал и попросил вынести приговор без судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии поселения.
Гражданин Египта вместе со своей семьей попал в ДТП в Елабужском районе. Авария произошла на 1011-м километре трассы М7. По предварительной версии, 32-летний водитель Дэу Некси, ехавший со стороны Москвы в Уфу, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, после чего опрокинулся. Пострадали 3 человека: 37-летняя жена водителя и 2 сына, 12 и 3 лет. Они получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Всех троих госпитализировали в Елабужскую районную больницу. Еще одна иномарка перевернулась в Алексеевском районе. На 8-м километре трассы Белярск-Нурла 36-летний челнинец за рулем Рено Логан предположительно не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадала 59-летняя пассажирка с переломом правой ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Ее госпитализировали прибывшие на место медики. Хранила тело сожителя в погребе на протяжении нескольких месяцев. 50-летнюю жительницу Ютазинского района задержали по подозрению в убийстве своего возлюбленного. По версии следствия, они познакомились годом ранее в Москве, где работали дворниками. В мае этого года они приехали в Ютазы. В один из летних вечеров сожители в компании 3 соседей выпивали спиртные напитки. Во время застолья сожители поссорились. На эмоциях мужчина порвал на себе футболку и предложил женщине убить себя. Подозреваемая схватила нож и ударила его в область сердца. Ранение оказалось смертельным. Чтобы скрыть следы преступления, собутыльники вырыли яму в заброшенном погребе, зарыли тело и замыли следы крови. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников распития спиртных напитков. Признали виновные и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня Нижнекамский суд вынес приговор 33-летней девушке, обвиняемой в убийстве деда своего мужа за то, что он ходил по квартире и мешал спать. Елена Веселова узнала, что, несмотря на приговор, отбывать наказание девушка пока не будет. Ее признали виновной и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следователи доказали, 33-летняя девушка убила 84-летнего деда своего мужа, потому что он ходил по квартире и мешал спать ее ребенку. Вспыхнула ссора, после чего на шее мужчины затянулась веревка. Ее потом нашли рядом с домом под окнами. Медицинская экспертиза показала, пенсионер умер от асфиксии. Позже женщина дала признательные показания. Пояснила, что убила пенсионера из-за того, что он ходил по ночам и мешал спать ее новорожденному ребенку. Соседи не сразу поверили в случившееся, но вспомнили, что отношения между пожилым мужчиной и женой его внука были более чем напряженные. Добавляют, мол, пенсионер не упускал возможности позлить женщину. С утра как с 10 начали говорить, я просто в охране работал. Тогда еще в пределах разума он выпивал. А потом уже, когда бабушка уже умерла, он вообще все до хлама конфет. До победного. Свою вину подсудимая признала частично. Настаивает, что была в состоянии аффекта и плохо помнит тот день. Взвесив все доказательства, суд признал ее виновной. Но отбывать 5-летний срок заключения она начнет в 2022 году, когда возраст ее 3 малолетних детей позволит передать их опекунам. Елена Веселова, вызов 112. Столб густого белого дыма наблюдали жители Кировского района сегодня днем. На улице Богатырева на территории воинской части загорелось здание. По предварительной версии, оно было заброшенным. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в половине 1-го дня. Спустя 1,5 часа открытое горение было ликвидировано. Никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям. До 2 лет лишения свободы грозит директору общества с ограниченной ответственностью, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. Сотрудники отдела управления экономической безопасности установили, что мужчина вносил ложные сведения в декларации. Сумма, которую он хотел сокрыть от уплаты, является особо крупной и составляет почти 70% от подлежащих уплате налогов за 3 финансовых года. Полицейские установили, что в период с января 2011 по декабрь 2013 года директор общества с ограниченной ответственностью в Нижнекамске путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость уклонился от уплаты налога на общую сумму более 12 миллионов рублей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.